Доброе утро, дорогая церковь. Рад вас всех видеть. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы помолимся, благословим сегодняшнее собрание. Отец Небесный, Господи, мы благодарим Тебя за милость Твою, благодать, за солнце над нами, за этот чудесный день, за мирное небо. Господи, благодарим Тебя, что мы пришли сюда своими ногами, что Ты даешь здоровье, что Ты даешь силы. Господи, мы отдаем это собрание в Твои руки, уповаем на Тебя и ожидаем от Тебя, Господи. Пожалуйста, двигайся, как Ты хочешь, говори в наши сердца, работай с нами, Господи. Меняй нас к лучшему в соответствии с Твоей волей, Господи. Мы отдаем это собрание в Твои руки, Господи, с упованием и с надеждой, Господи, что Ты будешь двигаться, потому что Ты глава этой церкви, Господь. Ты царь царей, Ты великий Бог. Мы отдали Тебе свою жизнь, мы доверили Тебе, и мы ожидаем, что Ты будешь вести нас во имя Иисуса. Господи, прими всю хвалу и славу, которую мы приготовили для Тебя, ибо Ты достоин. И вся церковь сказала: аминь. Да будет так. Давайте мы Господу аплодисменты дадим. Аллилуйя, Господь! Вся слава да будет Тебе! Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Я буду петь среди шторма его. Громче и громче хвалу мою слышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя. Ставит все
Возглашаю громче, 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 в присутствии врагов моих, возглашаю громче, и вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче, мое оружие хвала, возглашаю громче, страна свою в небеса, я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче, хвалу мою услышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Я буду петь среди шторма и волн. Громче и громче, хвалу мою услышь, Господь. Из пепла восстала надежда моя. Ты победил смерть, воскресший наш царь. Воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя, воскликну аллилуйя,
ведет меня и наполняет своей силой. Ты живой Бог, яви нам чудеса и покажи нам свою славу. Аллилуйя! Господь живой, и Он здесь. Благодарим Тебя, Господь, что в каждом дне Твой Дух действует в наших жизнях, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус. Славь Иисуса на рассвете, славь Иисуса ты в ночи, славь Его с горячей верой, славь Его и не ворчи. Славь Его, когда проблемы в голове твоей кричат, славь Его как можно громче, чтобы дьявол замолчал. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего, славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Славь Иисуса с чистым сердцем, славь Его с любовью ты, славь Его, и Он исполнит через нас свои мечты. Славь Иисуса с небесами, и увидишь чудеса. Славьте, славьте Его имя, славьте Господа Христа. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Ну а если ты не в духе и не в настроении, о кресте Его ты вспомни и своем спасении. Славь Его, что ты искуплен, не оставлен, не забыт. И давай прославим Бога и станцуем, как Давид, и станцуем, как Давид. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, 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 славь Его всегда. Аллилуйя! Славь всегда нашего Господа в любых обстоятельствах. Аллилуйя, Господь! Мы славим Тебя и благодарим. Ничто нас не разлучит, даже если убегу, любовь Твоя верна, любовь Твоя.
Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна, Ты все такой же вовеки. Любовь Твоя неизменна, и там, где вечером плачь, на утро будет радость. И когда бушуешь шторм, не бояться нет нужды. Ведь знаю я, меня любишь Ты. Любовь Твоя верна, Господь, Ты все обращаешь во благо. Любовь Твоя верна. Спасибо, Господь, за Твою любовь. Спасибо, что наша неверность не уничтожает Твоей верности, Господь. Спасибо, что любовь Твоя всегда, всегда есть и будет. Спасибо, наш Бог. Ты нашел меня, и избавлен я Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки Твой. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим я навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Мигин буду, выгонил бы Ты, Иисус, Ты гачи. Далекий Ти, іздеп пүрдүм, бейер таланылды. Ани кулута болбасын, Иисус отобун. Ани кулута болбасын, Иисус отобун. Тереминниттен мигин талбыды, таптаңын ат бербиди. Иисус ханынан саңарды дәрем, эйене мин болдум. Ани кулута болбасын, Иисус
давайте праздновать победу. Ведь мы Божьи дети. Что я дитя царя, что я дитя царя, что я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Ты дитё царя. Бог любит тебя безмерно сильно и никогда не оставит. И даже если ты оступишься, Бог держит за правую руку тебя, потому что ты его ребенок. Аллилуйя тебе, наш Бог. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, за Твою безмерную любовь и благодать в нашей жизни. По Тебе, Авва, Отче, что мы сегодня все, как одна семья, можем предстоять перед Тобой, Господь. И мы сегодня провозглашаем, что мы есть царственное священство, мы Твой народ, Господь, искупленные святой кровью Иисуса Христа. Господь, мы благодарим за все Твои обетования, которые есть, да и аминь в нашей жизни. И сегодня мы провозглашаем, что всякая тьма, она да будет разрушена под могуществом силы Твоей, Господь. И вся земля воскликните, вся земля воздаст Тебе славу и хвалу. Отец Небесный, мы сегодня молимся и благодарим за наш город, который Ты переселил каждого из нас, потому что мы каждый есть Твой голос в этом городе. И мы благословляем этот город, нашу Якутию, Господь, нашу Россию и весь мир, Господь, и провозглашаем Твою свободу, Твой мир, Твою любовь, Господь, и Твою волю в каждом городе, в каждой стране, благую волю Твою и совершенную. Спасибо Тебе, Господь, за тех людей, которых Ты поставил над начальством, Господь. Мы благодарим за всех царей, за все начальства и власти, Господь. И Ты сказал, чтобы мы прежде всего молились и благословляли начальство и власти. И сегодня мы в Духе единстве, водимые Тобой, Господь, именем Твоим, благословляем начальство, благословляем правительство, чтобы у них был Твой мир в сердцах, Господь, чтобы они были водимы Твоим Духом Святым, Господь, чтобы они принимали разумные решения, Господь, в каждой ситуации, в каждой сфере нашей жизни. И пусть каждый человек, кто поставлен у руля власти, Господь, да будет понимать, Господь, свое призвание, Господь, и будет делать это во имя Твое. Господь, мы призываем Твою свободу,
Твою спасительную силу через кровь Христа в сердце каждого человека, который есть власть имущий. Мы славим Тебя, Господь, и благодарим за нашу церковь. Ты сказал, что Ты создашь церковь на краеугольном камне, на Иисусе Христе, и врата ада не одолеет его. Да будет так, Господь, ибо живо и истинно Слово Твое. Славим Тебя и благодарим за то, что Ты поставил служителей, Господь, за нашего пастора, Господь, епископа, Господь, и за всех служителей, а во всех церквях, Господь, по всей нашей родине, Господи. Пусть сердца служителей Твоих, пасторов Твоих, Господь, да будут всегда гореть живым огнем Духа Святого, Господь, чтобы они всегда искренне любили Тебя, Господь, чтобы они всегда во всякое время искали лица Твоего, Господь. И пусть пребудет Твоя любовь между нами. Славим Тебя и благодарим, Господь. Слава и хвала Тебе. Отец, также мы сегодня провозглашаем, что никакая не свобода, она не подвластна в любых сферах нашей жизни. Ты освободил нас, Господь, от всякого бремени, Господь, от всякого проклятия. И Ты сказал, что нет болящего среди народа Твоего, ранами Твоими мы исцелились. И пусть каждый сегодня да будет провозглашать в сердце своем, жизни своей, что ранами Иисуса Он исцелен. Мы провозглашаем мир Твой в каждой семье, в каждом городе, Господь. И пусть Твой мир, который превыше всякого ума, да будет соблюдать наши сердца. Славим Тебя и благодарим, Господь. Отец Небесный, и сейчас я благословляю каждого брата и сестру, Господь. Благословляю наши сердца, наши уши, чтобы мы были сегодня готовы принять живое семя Божьего Слова. И пусть для каждого вас сегодня придет ответ, которого вы ожидаете. И пусть это семя упадет на добрую почву наших сердец, чтобы принести изменения в нашем мышлении, в наших сердцах и в нашей жизни. Да будет прославлено имя Твое, Господь. Мы радуемся и ликуем Твоей победе, Господь, в нашей жизни. Ты сказал, что мы рождены быть победителями. Во имя Отца и Сына и Святого Духа пусть в нашей жизни будет воля Твоя, благая, угодная и совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу! Еще раз доброе утро. Всех, кого не видел, не садитесь. Не садитесь. Вы знаете, у нас добрая традиция, так как мы задерживаемся к началу собрания и подходим в процессии. Люди пришли, и давайте возьмем пару минут, подойдем и поздороваемся. Подойдем и благословим кого-то, скажем что-нибудь хорошее. Хорошо? Буквально пару минут. Минимум 3 человека. Подойди к кому-нибудь, скажи что-нибудь хорошее. Как ты хорошо выглядишь, как я рад тебя видеть.
Хорошо, и также, дети, пожалуйста, выходите вперед. Можно позвать всех снизу. Саян, сбегай вниз, всех позови. Если кто-то есть, скажи, что молиться за них будем. Вы знаете, что у нас также добрая традиция. На каждом собрании мы молимся за детей, благословляем их, за подростков тоже. Да. Ага. Давайте мы помолимся за них, благословим их. Аллилуйя, Господи! Благодарим Тебя за каждого ребенка, за каждого подростка в нашей церкви, Господи. За всех, кто сейчас здесь в зале, а также за всех, кто отсутствует где-то в дороге, куда-то уехал. Господи, благословляем их и просим Тебя, Ты благослови их. Всяким Твоим благословением, Господи. Пусть Твоя рука будет над ними, уберегая их от зла. Господи, наступило лето, вот-вот и вода прогреется, и купаться будут. Мы просим Тебя, Господь, убереги их, чтобы все были живы и здоровы, чтобы весь этот купальный сезон для них прошел безо всяких травм, и чтобы в осень все были загорелые, живые и здоровые, со всеми руками, ногами и пальцами на месте. Господь, благослови их. Мы просим Тебя, Господи, дай им хороших друзей, окружи их такими людьми, которые будут оказывать положительное влияние на них, Господи. Убереги их от злодеев во имя Иисуса. Если нужно, Господи, пусть ангелы Твои о них охраняют от этого, от дурного влияния, от дурных людей во имя Иисуса. Пусть будет так. И весь Божий народ сказал: аминь. Аминь. Слава Богу. И у нас в ближайшее время, вы помните, да, что у нас, я уже делал такой анонс, этой осенью у нас начинается новое служение, ну как новое, хорошо забытое старое, это царские охотники. И у нас сейчас вот группа ребят, командиры, они едут на слет царских охотников России, который проходит один раз в 5 лет. В этом году это все будет проходить в Ижевске, в Удмуртии. И нам повезло, у нас билеты совсем недорогие этим летом, как обычно, вы знаете, да. И выехать целая эпопея просто, да, как бы. Слава Богу, вот я знаю просто, ну, многие, кто у нас едут, билеты купили по субсидии. Я, например, очень рад, у нас просто вот едет Зоя и Кристина едет. Ну, вот Зоя тоже. Я просто к чему? Я хочу помолиться за всех, кто едет, на это, кто сейчас здесь в зале, потому что, ну, не все здесь. Ну, вот у нас старший командир Семен, Марина, выходите сюда, вот Зоя едет, кто еще? Все, да, у нас больше никого нет. Давайте мы их помолимся, потому что я прямо ожидаю, что у нас будет какая-то вот движуха новая, и на самом деле это вообще от Бога. Я верю. Давайте мы помолимся и благословим их, потому что предстоит им прямо дальняя дорога через Санкт-Петербург, то есть мы легких путей не ищем. Но субсидии были, например, в Санкт-Петербург, поэтому дешевле через Санкт-Петербург, чем без субсидий. Давайте мы помолимся за них. Аллилуйя, Господь, я прошу Тебя, Господи, благослови их. Господи, Ты вложил в сердца этих людей желание служить Тебе, быть в этом служении, служить молодежи, Господи, это то, в чем мы так нуждаемся, Господь, то, в чем Ты ведешь нашу церковь, я верю, Господи. И Ты поднял этих людей. Спасибо, что они откликнулись на Твой призыв. И я прошу Тебя, Господи, благослови их, как я их сейчас благословляю, Господи. Пусть Твое помазание, оно будет над ними, Господь. Благослови Семена, Господи. Благослови его как лидера служения, Господь. Пусть он возрастает в этом. Пусть он переживает Твое присутствие. Пусть во всем ему сопутствует успех, Господи. Пусть слышит голос Твой, Господи. И поступает так, как Ты ведешь, Господь, во имя Иисуса. Господи, благослови Марину, Господь, в этом служении, во всех остальных делах, Господи. Благослови ее. Пусть все, что не делает, во всем преуспеет во имя Иисуса, Господи. Господи, я прошу Тебя за Зою также, благослови ее. Благослови на это служение, Господь. Благослови их поездку всю, Господь.
Пусть все работает как часы, Господь. Все будет по расписанию, все рейсы пусть никуда не опаздывают. Так много пересадок и самолетов, и поездов, Господи. И мы просим Тебя за их пребывание там, Господь, всей команды, всех ребят, кого сейчас здесь нет, Господи. Пусть они получат, это будет пусть для них хорошее время, пусть они переживут встречу с Тобой, будут получать откровение, вдохновение, Господь, на это служение. Я прошу Тебя, благослови их обильно, Господи. И также пусть Твоя рука будет над ними, над их детьми, все, кто будет с ними. Господи, убереги их от травм, убереги их в дороге, Господь. Когда будут ехать на машинах, Господь, пусть техника работает хорошо, не будет никаких аварий. Пусть вернутся сюда, когда запланировали, живые, здоровые, целые и невредимые, и наполненные Тобой и Духом. И пусть это служение, оно состоится, оно начнется успешно. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. Все, благословляем вас и ждем здесь радостными. Вы знаете, мы получили, они получили форму. Там даже форма для меня есть такая, как бы нашивки. Потом вы увидите, всему свое время. Прям реально здорово. Она такая очень красивая. И качественно сделана. И вообще материалы, которые есть, там полиграфия. Все замечательно. Я прямо ожидаю, что это, вы уже слышали презентацию. Что это за служение? Что будет? И я вам открою. У меня большие надежды на это. Вова у нас подтянется, Островский. Тоже вспомнит, потому что он до этого когда-то был в этом служении. Еще раз, я верю, что молодежь – это наше будущее. И церковь, в которой есть будущее, она занимается молодежью. Если ты не занимаешься детьми, не занимаешься молодежью, у тебя только прошлое. Ты только сидишь и вспоминаешь, как оно было. Хорошо. И приятные воспоминания одолевают, вся эта ностальгия. Все замечательно. Но за ними будущее. Аминь. Мы призваны передавать наш опыт, то, что мы получили, и готовить следующее поколение. Аминь. И сегодня я бы хотел продолжить развивать ту тему, которая была на двух предыдущих собраниях. Вы помните, позапрошлое собрание у нас был день Пятидесятницы, или это был день рождения церкви, можно так сказать. Тот день, когда Дух Святой Он сошел на учеников и потом на остальных людей, кто был и день рождения церкви. И на прошлом собрании мы немножко шире смотрели на это. И сегодня я бы хотел продолжить. И проповедь, она называется «Сила присутствия». То есть мы будем говорить о Духе Святом, о Его присутствии, о Его силе и насколько это вообще важно в жизни верующего человека. Посмотрим немножко с другой стороны. Вы готовы? Хочется сказать «пристегнитесь», но как-то нескромно, наверное, будет. Не знаю, как оно. И мы читали из 2 главы книги Деяний, из 1 главы. Сейчас мы пойдем чуть-чуть дальше. Давайте мы посмотрим, прочитаем из 4 главы, книга Деяний, 4 глава. И давайте сразу с 5 стиха, с 5 по 31. На следующий день начальники, старейшины, я буду читать из нового перевода, новый русский перевод, не из синодального, потому. На следующий день начальники, старейшины, учители закона собрались вместе в Иерусалиме. Там были первосвященник Анна, Каяфа, Иоанн, Александр и все члены рода первосвященника. Внимание, первосвященник Анна – это мужчина, если что. Просто имя такое просто у него было. Это не женщина. Не знаю, зачем я это сказал, но в общем. Они поставили арестованных посередине и стали допрашивать их. Какой силой или от чего имени вы сделали это? Вы знаете, здесь Петр, да, они исцелили человека, который, был инвалидом с рождения, да. Тогда Петр, исполненный Святым Духом, сказал им: начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенное калеки, и спрашиваете нас, как он был исцелен,
то знайте, вы и весь народ Израиля, этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых. Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами, строителями, и который стал краеугольным. Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежалось бы нам спастись. Всех удивляла смелость Петра и Иоанна, ведь было видно, что они люди не ученые и простые, в них узнавали спутников Иисуса. Видя же рядом с ними исцеленного, присутствующие ничего не могли им возразить. Тогда они приказали им покинуть высший совет и стали совещаться между собой. Что нам делать с этими людьми? Говорили они. Все жители Иерусалима знают, что они совершили великое чудо, и мы не можем это отрицать. Чтобы слух об этом не распространился еще шире среди народа, давайте пригрозим им, чтобы они никому не говорили об этом имени. Они опять велели ввести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: посудите сами, справедливо ли пред Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь не можем же мы молчать о том, что видели и слышали. Члены Высшего Совета, пригрозив им еще раз, отпустили их, не найдя возможности наказать, потому что весь народ славил Бога за то, что произошло. Ведь человеку, с которым произошло это чудо исцеления, было больше 40 лет. Когда Петра и Иоанна отпустили, они вернулись к своим и рассказали им обо всем, что им говорили первосвященники и старейшины. Когда верующие об этом услышали, то они единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка, Ты создал небо и землю, море и все, что в них. Ты сказал Святым Духом через уста нашего отца и Твоего слуги Давида: зачем возмущаются народы и язычники замышляют пустое?» Упс. Сейчас, минуточку. Восстают земные цари, и правители собираются вместе против Господа и против Его помазанника. Ведь действительно объединились в этом городе Ирод и Понтий Пилат с язычниками и с народом Израиля против Твоего святого слуги Иисуса, которого Ты помазал. Они сделали то, что предопределено было Твоей силой и волей. И сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай Твоим слугам смело возвещать Слово Твое. Протяни руку Твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса именем Твоего святого слуги Иисуса. И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Божие. Аминь. Когда мы долго читаем, никто в уныние не впадает. Ну, конечно, кто же ответит, да? Нет, скучно. Не. Когда я готовился, мне вспомнилось то видение, когда когда-то Бог Он дал мне, знаете, когда я только-только начинал служить, проповедовать, и я не был еще пастором, мы собирались вот в этом вот вагончике тогда, который стоит у нас вот здесь, и было гораздо теснее и теплее, я вам скажу, летом там, вот. И когда мы его наполнили, кстати, когда уже совсем мы не стали туда входить, вот мы переехали сюда. Знаете, это тоже такой вот принцип Божий, вот когда здесь тесно станет, вот тогда и... А иначе зачем, какой смысл? Да, тут еще, вон, смотрите, сколько места. Ну вот, а видение заключалось в следующем. Вы знаете, то есть это уже было достаточно давно, но к тому времени я уже много-много лет был верующий, и не то чтобы как-то стал меньше переживать, но вы знаете, как оно бывает. Как-то вроде как в обыденность такую вот входит. И Бог, Он начал как-то вот освежать, Он, знаете, Он показал такое вот, что на одном из собраний я просто вот увидел, что, знаете, вот такая вот долина между двух гор, как бы, или холмы такие. И долина, она прямо широченная. И мне нужно идти, и вся долина, она наполнена туманом. Туман, он где-то вот так вот идет, то есть до колена. И, то есть я ногу поднимаю,
и непонятно вообще, что там на земле. То ли там болото, то ли там вообще пропасть какая-то. Вообще ничего не видно. И немножко страшно наступать. И Дух Святой, Он сказал, что я верю, что это было не только лично для меня, это было для церкви. Нужно научиться доверять Богу, доверять Духу Святому, доверять Его водительству и идти. Все-таки наступать. И Он поставит, и Он обеспечит, и все будет хорошо. Но пространство, понимаете, долина, она была прямо широченная. Направление, куда идти, где. Он говорит, что нужно руководствоваться Духом. Мы водимые Духом, нужно доверять Ему. Я верю, что это было для церкви. И потом, знаете, вот эти вот два холма, которые вот были между вот этой долиной, и Бог сказал, что это Слово Божие. Что да, нужно быть водимым Духом, нужно уповать, но Бог, Он никогда себе не противоречит. Слово, оно задает какие-то рамки. Но вот это вот пространство, оно просто широченное, оно вообще никак не ограничивает. Понимаете, там есть какие-то, но это просто как ориентиры. Вы понимаете, о чем я? Нужно научиться ходить духом, но есть какие-то границы, да, которые это Слово Божие. Бог никогда себе не противоречит. И к чему я это говорю? Вот часто бывает, что люди в церкви, они впадают, вот две крайности есть. Есть церкви, которые уповают только на Слово, и они не то чтобы отрицают Духа, да, как бы Дух есть, вот когда-то там вот пришло, но по факту они не верят в то, что Он сейчас двигается или действует. Может быть, верят, но в их жизни Он не работает. И люди уповают только на Слово, и это, знаете, ну так сухо. Вторая крайность, это когда люди, они полагаются на Духа. И я видел такие церкви, когда, знаете, особенно когда вот новообращенные, и человек, он только-только он получил крещение Духом Святым, и он там видит сны, ему там какие-то видения, и он начинает улетать и говорить какие-то вещи, и потом, когда с ним общаешься, да зачем читать? Да это все в прошлом, это слово там, вот он, Бог, Он живой, Он сейчас говорит, и мы этим руководствуемся и действуем. И они такие, знаете, ну, классно рядом с ними находиться, такие жизнерадостные, и вроде бы жизнь кипит. Но и там есть опасность. То есть в первом случае можно превратиться, когда ты уповаешь только на Слово. Знаете, как правило, со временем люди, они превращаются в такие сухари. То есть ты к нему подойдешь, что там не скажешь, у него на все есть ответ из Библии. Меч обоюдоострый. Но он, знаете, вот, не просто меч. Знаете, как Иисус, Он сказал, что вы свет миру. Аминь. И вот я помню, помните, у нас был Майкл Мар такой, да, проповедник, он был у нас, он долго жил в Вилюйске, и он уже ушел на небо несколько лет назад, как бы, да, уехал в Америку, он уже был старенький, ну не такой сильно старенький, за 70 им было, да, 70 с лишним лет. И вот он, когда приезжал, помните, он уже совсем у нас сидя проповедовал тоже. Я помню, он дал такой классный пример. Вы свет миру. Он любил всякие подручные средства использовать. И он достал фонарик и говорит, что свет, он может быть разный. И он берет вот так, фонарик включил и в глаза светит. Он говорит, тебе видно хорошо, нормально. И когда тебе светят в глаза, никакого комфорта нет, ты ничего не видишь, никуда идти. Но свет миру, он направил и вниз, да? Он освещает дорогу, он дает выход людям. И поэтому вот такие люди, которые вот бывают только по слову, в чем проблема? Они вот тебе в глаза светят вот этой истиной, вот этим словом. Кому от этого хорошо? Вы свет миру. Вот я там прожектор на 500 киловатт. Все везде засветил. Новое солнце. Не такой свет, вы понимаете, да? Он освещает дорогу, и он дает людям. Видит, куда идти и что делать, а не ослепляет их. И вот опасность того, что когда люди, они просто по слову, без духа, это они вот сухим словом тычут, и убивают всякую жизнь. Потому что что? Буква убивает, закон он убивает.
но дух, он животворит. Но другая крайность, это когда люди, они по духу, и они все на позитиве, они носятся, и все довольны. Но крайность в чем? Что можно улететь, вот если вот эта вот долина в тумане, она без краев, и нет. Ты можешь улететь так, ну я же знаю. Вы помните, я как-то проповедовал и говорил про авиагоризонт в самолетах? Что когда его только ввели, для пилотов была проблема научиться доверять ему, потому что, я знаю свою машину, я столько летал, у меня есть опыт. Но это тебе кажется, и когда ты находишься в пространстве, ты можешь лететь в землю, но ты не понимаешь, что ты уже давно к катастрофе идешь. И вот наш авиагоризонт – это Слово Божие, которое показывает твое положение в пространстве. Бог не может себе противоречить. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Аминь. И то, что написано в Слове, оно должно быть. Он, даже если ведет тебя духом, но если то, что ты слышишь в духе, оно противоречит тому, что написано в Слове, наверное, ты не того духа начал слушать. Это тоже возможно. Поэтому истина, она всегда посередине, как правило. Должно быть и Слово, и мы должны быть водимы духом, чтобы не быть и сухарями, и не улететь куда-то с этой земли. Аминь. Итак, с этим мы разобрались. И помимо этого, я что бы хотел сказать? Иисус, Он призвал нас к войне, но к войне духовной. В синодальном переводе написано брань. Наша брань не против плоти и крови. Ефесянам 6 глава, да? 12 стих. Но против начальств. Что там было? Против властей, против мироправителей, против духов злобы поднебесной. Зачем я это говорю? Это как бы такое вот немножко вступление. Надеюсь, вы нить не потеряете. Мы, как верующие, мы не воюем против людей. Мы воюем против духовных сил, против дьявола. Мы призваны к тому, чтобы идти против дьявола, злых духов, которые тянут это человечество на дно. Но при всем при этом, знаете, мы не призваны сидеть в церкви, как в осажденном городе. Помазали углы святой водой, заперлись, и никто нас не одолеет. Нет. Но мы призваны, наступать на территорию дьявола. Потому что в этом мире что происходит? Как вы думаете, кто стоит за пьянством, за наркоманией, за, абортами и так далее? Все это ведет к тому, что люди, они гибнут, они погибают. Дьявол, он пришел для того, чтобы убить и погубить. Аминь. Мы призваны наступать на его территорию и отвоевывать ее для Царства Божьего. Еще раз, внимание, для Царства Божьего. А каким образом Царство оно распространяется? Через Евангелие. Нет другого пути, нет другого имени, кроме Иисуса, чтобы спастись. Часто люди, они это забывают, и их деятельность по распространению, по наступлению, она просто становится деятельность во благо там чего-то. Знаете, вот мы против пьянства, мы там против чего-то, все замечательно. Вот вы знаете, кто в репцентрах работал? Вот говорят, что бывших наркоманов не бывает. Как, в принципе, и бывших алкоголиков. Я такую фразу слышал, знаете, как он либо колется, либо молится. То есть, как только человек, он от Бога отошел, его сразу засасывает обратно. Здесь третьего не дано. Очень тяжело выбраться. Но все социальные репцентра, знаете, вот когда люди медицинские, сейчас много государства, оно выделяет большие средства на это, на то, чтобы реабилитировать людей, но медикаментозное вмешательство, там еще психиатры работают, оно не помогает. Я верю, что по-настоящему свободу можно получить только
через Иисуса Христа. Вот это вот истинная свобода. Когда тебя все не тянет. И когда приезжаешь, знаете, вот, например, вот есть церкви «Краеугольный камень». И когда вот приезжаю, я говорю, что вот, я из церкви «Краеугольный камень», Якутск, я всегда делаю уточнение, что это не тот краеугольный камень. Потому что есть очень большое объединение, которое все знают, и которое по всем городам. Они начинали из Сибири, сейчас и до Москвы добрались. Это «Краеугольный камень». И есть там такой у них епископ, это Сергей Непомнящих. Мы как-то встречались с ним во Владивостоке. И вот они всегда работали через репцентра. То есть организовывался репцентр, люди освобождались, получали спасение. И на самом деле это очень большие церкви, то есть там тысячные церкви есть, как, например, в Новосибирске, в Омске, просто тысячи, очень большие. И вы знаете, там очень много пасторов, которые вот из бывших наркоманов. Или служителей, которые из бывших наркоманов, алкоголиков. И они опровергают тот факт, что бывших не бывает. Потому что уже прошло по 30, по 20 лет, и они держатся. Здесь, наверное, лучше сказать, что они свободны. Аминь. Итак, мы призваны не просто сидеть взаперти, но наступать на территорию врага. Да? Внимание! К чему вот эти все отступления и все, что я говорил? Вот тот текст, который мы читали сегодня. Мы здесь что видим? То есть высший духовный суд в Израиле. То есть Израиль, народ, водимый Богом. У них, можно сказать, теократия была, да? При этом была и светская власть, но священники, первосвященник, высший духовный совет именно, они имели большую власть в народе. Да? Они многие вещи решали. При этом Израиль, он оккупирован римлянами, которые рулят во всех сферах светской жизни. Но здесь они предстают перед Верховным судом, перед Синедрионом духовной власти. И они только что исцелили калеку, который был калекой с рождения. Это явное чудо, потому что ему уже он 40 лет с рождения, вот такой всегда там сидел, и все его знают. И вот он получил исцеление, и они его спрашивают: какой силой вы вообще это сделали? Да? Смотрите, давайте прочитаем еще раз то, что мы читали, Деяния 4 глава, с 8 стиха. Внимание. Тогда Петр, исполненный Святым Духом, сказал им: начальники народа и старейшины, если вы сегодня требуете от нас ответа за добро, совершенное калеке, и спрашиваете нас, как он был исцелен, то знайте, вы и весь народ Израиля, этот человек сейчас стоит перед вами здоровым благодаря имени Иисуса Христа из Назарета, которого вы распяли и которого Бог воскресил из мертвых. Иисус и есть тот камень, который был отвергнут вами строителями, и который стал краеугольным. Ни в ком другом спасения нет, потому что не дано людям никакого другого имени под небом, которым надлежалось бы нам спастись. Смотрите, это высший духовный совет иудеев. То, что они говорят, для иудеев это просто, это ужас какой-то. Да? Потому что они верили только в Бога Отца. Здесь этот Иисус, который заявлял, что Он его Сын. И они говорят смело. Да? И там отмечается, что они все обратили внимание, что это люди-то простые. Они не изучались где-то, не обучались в синагогах, бывшие рыбаки какие-то, а говорят так смело и апеллируют такими фразами и словами. Как вообще такое возможно? Где такой наглости набрались? Они как бы привыкли, да, там, вот, знаете, как философы, они же там только с философами. Что с тобой там беседы вести, ты же ничего не понимаешь. А здесь какие-то рыбаки, они говорят им, да, и я хочу, чтобы вы обратили внимание на 8 стих, который мы начали. Основа всего. Тогда Петр, исполненный Святым Духом. Он такой смелый и такой умный в этой ситуации отвечает, да потому что он исполнился Духа Святого. Сам по себе бы он никогда бы ни за что бы не осилил бы это. Ключевая вещь во всем этом.
Но помимо всего этого, я хочу, чтобы вы обратили внимание, для чего Бог, Он дает силу и для чего Он дает смелость. Помните, мы на прошлом собрании говорили, Дух Святой, Он пришел для двух вещей, да? Ну или для чего? Помните, то есть Он что? Вы примете силу и будете мне свидетелями. Для чего? Для распространения Евангелия. Для того, чтобы проповедовать и говорить о Христе. Вот Евангелие – это говорить о Христе. Вот сила, она для этого. Мы призваны проповедовать Христа, распятого и воскресшего. Почему я так на это обращаю внимание? Я вот смотрю сейчас, и я вижу многих служителей, не у нас в городе, чтобы вы сразу ни на кого не подумали, но можно посмотреть на успешные церкви бывшего Советского Союза, которые там были тысячные, десятки тысяч людей, и потом постигла просто неудача. Люди впали в грех, непонятно, что началось, вообще какая-то мерзость и запустение. То есть полный привет. Почему? Не был ли Дух Святой с ними? Вы знаете, я верю, что одна из причин того, что почему это происходит, пастора, они же как люди, обыкновенные. Их же не с Марса завезли откуда-то, да, каких-то там супер сделанных. Они из нашего общества поднялись. Они обыкновенные люди, которым свойственно ошибаться и иметь все человеческие пороки также. И смотрите, какая вещь она происходит, как и с любыми другими людьми. Ты начинаешь проповедовать, ты начинаешь молиться, не проповедовать, а говорить об Иисусе. И Бог, Он дает тебе силу для этого. Он дает тебе смелость, и ты такой, вау, Бог со мной. Он дает мне, я переживаю Его присутствие, я делаю это, я делаю то. Потом ты начинаешь заниматься какой-то деятельностью, которая может быть не связана непосредственно с тем, что ты говоришь об Иисусе сейчас. Например, какое-нибудь, я не знаю, служение бомжам, там накорми голодного или еще что-то. Но пока любая твоя деятельность, она в конечном итоге ведет к тому, что ты показываешь на Иисуса, Бог, Он благословляет, и Он дает тебе, и ты все больше и больше вдохновляешься. Потом у тебя появляются амбиции, ну ты же как бы Бог со мной, я ощущаю Его силу, Его присутствие, Его помазание в своей жизни. И потом ты начинаешь еще что-то делать. И часто человек, он не замечает, как какая-то деятельность, она уже не имеет никакого отношения к распространению Евангелия. Ты в том числе еще делаешь что-то где-то, где тебя Бог, Он благословляет. Меня и здесь, и там передают. Да, до чего техника дошла. Да, если потише сделать, то как-то это... Там немножко с запозданием, и такое чувство, что суфлер опаздывает. Да, лучше тогда на первом этаже смотреть. Итак, люди сами не замечают. Бог всегда со мной. Он благословляет то, что я делаю. Но, внимание, Бог, Он благословляет то, что ты делаешь, пока твоя деятельность, она способствует тому, что ты говоришь об Иисусе. Понимаете? В тот момент, когда твоя деятельность, она перестает в конечном итоге вести ко Христу, ты можешь потерять Божие присутствие. Это могут быть классные дела, но Бога там уже не будет. Почему? Да потому что Он дает силу для этого. То есть суть вообще любой нашей деятельности, в конечном итоге мы должны приводить людей к Иисусу. Потому что только в Нем есть спасение. Только в Нем человек может получить настоящую свободу. Поэтому если ты просто спасаешь наркоманов тем, что ты там, я не знаю, там раздаешь им там шприцы, ну не так, но ты делаешь что-то и не замечаешь, как это просто стало, ну, какой-то гуманитарной деятельностью. В ней нет духа уже. Вы понимаете?
И часто тогда, когда Бог, Он убирает уже, а люди, они еще по инерции идут, и они думают, Бог со мной, они начинают. Вы знаете, я вот сейчас смотрю, когда люди, они выступают с какими-то политическими заявлениями и говорят уже такие вещи, то есть те мужи Божии, с которыми был когда-то Бог. И это однозначно, Бог был с ними. И они делали великие дела поэтому, потому что Бог, Он давал им силу. Но сейчас они уже сами по себе, и они начинают говорить такие вещи, что просто уши заворачиваются. Я могу сказать, что, ребят, Бога там уже нет. Почему? Да потому что не той деятельностью занялись. Потому что у церкви одно великое поручение. Какое? Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот к чему призвана церковь. Все, что мы делаем, все остальное в конечном итоге должно вести к этому. Если оно к этому не ведет, мы можем стать очередной какой-то благотворительной организацией. Подавать на какие-то гранты, получать деньги. Это все, это классно на самом деле, это нормально. Я не против этого. Но если в этом нет духа, если в конечном итоге мы не приводим людей ко Христу, к Иисусу, это не то, к чему мы призваны. Вы понимаете? Поэтому надо просто помнить всегда об этом. Мы призваны помогать этим людям, мы призваны наступать на вражескую территорию. Вражескую я имею в виду дьявола. Но не против людей. И мы посмотрим дальше, да. Итак, у Петра была смелость и мудрость стоять перед Синедрионом или перед высшим судом, потому что он был исполнен Духа Святого. Аминь. Но на этом даже все не закончилось. Смотрите, там что происходит. То есть они их выслушали, сказали, ребята, выйдите, мы тут посовещаемся, они посовещались, что делать-то вообще? С одной стороны, запретить им не можем, потому что чудо это явное, и что делать? И потом, то есть у них план такой созрел. 18 стих. Они опять велели ввести их, говорят, заходите, вынесем вам вердикт. И запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Что сделали Петр и Иоанн? Они там им ответили, сказали, что, ребят, сами посудите, о чем вы говорите, да? Мы же не можем говорить или молчать о том, чему мы были свидетелями. Помните, мы на прошлом собрании говорили, что наше свидетельство, то есть ты свидетель того, что ты пережил. В этом заключается твое благовестие. Если ты просто рассказываешь какие-то красивые сказки, которые ты у кого-то услышал, в этом нет силы для людей. Но когда ты делишься своим свидетельством, то, что ты пережил, что для тебя лично значит Бог, что для тебя лично сделал Иисус, тогда в этом есть сила, и тогда ты свидетель. Вы понимаете? И они говорят, что мы же не можем молчать. И посудите сами, людей слушать или Бога. Но, смотрите, они на этом хотели заострить внимание, а на чем? После этого они идут к своим в церковь и рассказывают, ребят, что произошло. То есть у них все равно есть уважение к этой духовной власти. Внимание, это не светская власть, но это духовная власть в израильском обществе, да? Которая имеет большое влияние. И они нам запретили говорить о Христе. И вся церковь начинает молиться. Они молятся. Внимание. И смотрите, я хочу обратить ваше внимание на их молитву. И сейчас, 29 стих. «И сейчас, Господи, взгляни на их угрозы и дай Твоим слугам смело возвещать Твое Слово. Протяни руку Твою и исцеляй больных, совершай знамения и чудеса имени Твоего, святого слуги Иисуса». О чем они молятся? Смотрите, им говорят, когда сейчас многие люди, знаете, интернет, он полон там каких-то проповедников, которые говорят, что они страдают за веру, и у них гонение за веру. Гонение за веру, внимание, это когда тебе запрещают говорить об Иисусе. Это гонение за веру. Если на тебя гонение, потому что ты борешься с политической властью, ты борешься с коррупцией,
или еще с чем-то, это не гонение за веру, это гонение непонятно за что. За твою политическую деятельность, за еще какие-то вещи. Но я сейчас, знаете, я не вижу такой свободы. Вот на Западе есть гонение за веру. Когда в школах запрещают говорить об Иисусе. У нас я не вижу, у нас такая свобода, как еще поискать где надо. Но если ты выбираешь, я не знаю, вот против абортов, это благое дело на самом деле, и церковь она стоит за это. Но если ты выбираешь вот это вот твой лозунг, ты взял за это, да, вот, знаете, как в Америке в одно время было. До такой степени дошло, что начали врачей убивать. Я даже не знаю, что на это сказать. То есть однозначно Бог против абортов. Но зато ли он, чтобы убивать врачей, которые это делают? Я так не думаю. Вы понимаете? Когда ты начинаешь подменять какие-то вещи, вот, понятия местами, происходят вот такие вещи. И Бог, Он дает слово для чего? Для смелость для чего? Чтобы ты говорил об Иисусе. Он дает тебе силу для чего? Для того, чтобы ты говорил об Иисусе. И здесь смотрите, о чем они молятся. Собрался высший духовный совет и говорит, мы вам запрещаем. Вообще идите и больше ничего никогда про Иисуса не говорите. Смотрите, как они молятся. Они не говорят, Господи, сойди на них, пусть их там, убей их. Пусть всякие там, не знаю, что с ними, пусть они все подохнут. И сохрани нас, и убереги. И вот эти вот гонения. Смотрите, о чем они молятся. Так они же не молятся. Они говорят, Господи, взгляни на их угрозы. Господи, обрати внимание, нам угрожают. Это все, что они говорят. Дальше смотрите. А дай твоим слугам, то есть нам, а нам дай смелости, чтобы, несмотря на все это, мы говорили, возвещали Твое Слово. Они о себе молятся, Господи. Вот нам угрожают, а мы будем все равно проповедовать. Дай нам смелость. Они не говорят, пусть они умрут все, но дай нам смелости. И дальше смотрите, о чем они молятся. Господи, пусть чудеса Твои происходят. Пусть люди, они исцеляются и спасаются. Пусть знамения будут. Смотрите, какие приоритеты, вы понимаете? И когда смотришь вот так на людей, вы можете сразу понять, в чем человек находится и какой деятельностью он занимается. Еще раз, смотрите, я не против, вообще не против, бороться с коррупцией надо, бороться с какими-то вещами надо. Это все хорошо, это правильно, это на самом деле благое дело. Есть нюанс. Церковь призвана к другому. Зарегистрируй политическую партию и борись за власть. Иди в политику. Но церковь, она не вне политики. Евангелие, оно вне политики, оно аполитично. Какая бы власть ни была, мы проповедуем Христа распятого. Вы понимаете? Может ли верующий иметь какие-то политические взгляды и воззрения? Да, может. Конечно, мы все люди. Мы живем в этом обществе, и ты можешь. Но лично я для себя, понимаете, когда я говорю, например, лично я, потому что я возглавляю церковь, глава Христос, имеется в виду пастор церкви здесь, да? Вы же понимаете, что люди, они судят по моим высказываниям не просто как мое личное мнение, а как позиция церкви. И то же самое про любого другого верующего, можно сказать. Когда ты идешь, и ты должен для себя сделать выбор, что для тебя важнее. И для меня важнее церковь. Для меня важнее распространение Евангелия. И поэтому я прикушу язык, и я не буду высказывать своего мнения, хотя оно у меня есть. И сейчас, когда происходят такие вот вещи, происходит война, и я верю, что это гражданская война. Мы вообще один народ. Когда смотришь, знаете, люди и там, и здесь говорят на русском. И большая трагедия в этом вообще. Никто даже и подумать об этом не мог. И с обоих сторон тебя прессуют. Нужно же высказаться. Займи какую-то позицию. А я не буду. Потому что я не призван к этому. Если, может быть, кто-то обратил внимание, знаете, я вообще, я не вышел отовсюду. Я просто перестал участвовать. Я не захожу в Facebook. Я вообще никуда ни в какие соцсети не захожу. И ничего не пощу нигде. Может быть, это неправильно. Но я не хочу. Я не буду занимать какие-то стороны. Вы понимаете? Почему? Потому что мое мнение, оно все равно ничего не решит. Я не имею влияния никакого на политическую власть в нашей стране. Я ничего не изменю, но как только я выскажу какую-то позицию, либо одни обидятся на меня, либо другие.
И когда я приду и буду распространять где-то то, к чему я призван, проповедовать Христа, обязательно кто-нибудь скажет: а ты же вот там. И все, и это отрезано, эти люди, они потеряны. Вы понимаете? Поэтому мои взгляды здесь отходят на второй план. Для меня Иисус, Он в приоритете. Чтобы жизнь людей, она менялась. Вот в этом суть. И это очень тонкая грань, я согласен. Мы не можем быть вне общества, когда мы живем здесь. И оно все равно влияет на нас. Вы понимаете, да? Но, итак, о чем здесь ребята молились? Что? Обрати внимание, Господи. Они запрещают нам, да, ну дай нам смелости говорить. И пусть твои чудеса, они происходят, люди, они исцеляются. И смотрите, 31 стих. Что происходит? И когда они помолились, то место, где они находились, сотряслось, и они были исполнены Святым Духом и смело возвещали Слово Божие. Бог, Он ответил на эту молитву. Почему? Да потому что это в соответствии с Его волей. Это то, что Он сказал: идите и проповедуйте. И они делают то, что сказал Иисус. Они молятся об этом. И они действуют в соответствии с Его волей. И, конечно, Он благословляет. Но если ты молишься непонятно о чем, и Господь благослови, и потом удивляешься, что же оно не происходит, ну, я тебе скажу, может быть, ты не о том молишься, о чем-то, то есть продвигаешь. Знаете, вот люди часто, они впадают в какие-то в свои амбиции. Я вот заметил такое, знаете, вот часто бывает у пасторов такое вот, когда человек, он долго, и вот Бог его благословляет, он идет с ним, он ведет его, и они начинают себя чувствовать, знаете, такие, что я эксперт с мировым именем во всех областях. Как бы, да, что меня не спроси, я там на все отвечу. Ну, Бог же, Он благословляет. И да, действительно, Бог, Он помогает, и Он дает иногда какие-то тебе ответы. Но в тот момент, когда ты начинаешь тешить свои амбиции, куда-то полез вообще там, со своей экспертизой, с мировым именем, как бы, которая уже про Иисуса и ничего не говорит, Бог, Он уже, Его там нету. А ты еще по старой привычке несешь там что-то и такой уповаешь на это. Вы понимаете, да? Я при всем уважении, я ни в чью сторону, вы понимаете, да? Я по-хорошему, я как бы, ну, я не хочу сам просто стать экспертом с мировым именем в этом смысле, вы понимаете? Поэтому я очень аккуратен в этом плане. Вот. И поэтому, если я вам говорю, я не знаю, не надо меня камнями забрасывать. Потому что, ну, невозможно человеку знать все. Аминь. Бог, Он может вести, Он делает это. Итак, каким образом все вышесказанное, все, что я говорил, каким образом оно относится к нам? Все ли еще Бог, Он через Духа, Он работает с верующими сейчас, как и в то время, тогда? Есть на самом деле две точки зрения на это вообще. Первая точка зрения, это знаете, что это? Вот это первая церковь. Вот там Дух, Он сошел, и Он благословлял, и вот эти все чудеса, и там вот был дар говорения на языках. А сейчас уже все, как бы это время, оно прошло, и его нету. И вот Он Дух, да, Он присутствует, потому что написано, что кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Значит, мы имеем. Ну вот Он просто как бы, вот Он такой утешитель. Он как бы вот просто, чтобы мы себя чувствовали хорошо, в осуждение не впадали и так далее. И вот Он просто присутствует. И вот как бы на этом его функции, они заканчиваются. Это вот первая точка зрения. Но вторая точка зрения, которой я лично придерживаюсь, знаете, что Дух Святой, Он не просто присутствует в нас и как бы там потихонечку обитает и потихонечку нас утешает, но Он побуждает нас к чему-то. Он возбуждает наши мечты, наши желания, помыслы какие-то к действию. Он побуждает нас к чему-то. Вы понимаете? Он ведет. Написано, водимый Духом Святым. Он не просто там сидит, но Он ведет. Вы понимаете, да, вот слово «вести». Если кто танцевал с женщиной или с мужчиной, в смысле противоположным полом, да? Вообще принято, что мужчина ведет. Но иногда бывает, что женщина ведет. Потому что если никто вести не будет, ну, будут стоять и мяться там на одном месте, да? То есть кто-то должен куда-то направлять. То же самое с Духом, понимаете? Он ведет. Тебе что нужно? Расслабиться и получать удовольствие. Он тебя куда-нибудь приведет.
Он же не просто там кто-нибудь, да? Дух Божий. Поэтому оперся, и все нормально. Итак, Он не просто находится внутри нас, но Он ведет нас. Давайте мы посмотрим. Римлянам 8 глава, 26 стих. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Здесь о чем говорится? Что часто мы и сами, мы не знаем, о чем молиться. В том смысле, мы даже мы не знаем, что нас ожидает. И что Дух, Он ходатайствует за нас. Когда ты молишься на языках, Дух, Он молится, и даже ты, может быть, не понимаешь. Когда ты, я верю даже не только, когда ты молишься на языках, но помимо этого Дух, Он ходатайствует. Аминь. Дух, Он вовлечен в нашу жизнь. Но внимание, еще раз. К чему мы призваны вообще? В чем вся суть и когда мы получаем силу? Когда наша деятельность в конечном итоге, она служит тому, что мы говорим о Христе. Мы распространяем Евангелие. Понимаете? Потому что люди, даже, я вот не хочу говорить Евангелие, потому что вот слово, оно замылилось. Я просто слышал, когда люди говорят, я страдаю за Евангелие. Или там это, я такой, думаешь, какое Евангелие вообще? Я вообще от тебя про Христа ничего не слышал. Ты о чем? Ты все, что угодно говоришь, все, что угодно там это, но про Христа ничего нет. И вот как это, знаете, христианам свойственно, они начинают прикрываться вот этими какими-то фразами. Гонение за веру. Гонение за веру – это когда ты говоришь о Христе, а тебе запрещают говорить о Христе. Тогда у тебя ты делишься своей верой, не своим мировоззрением, не своим глубоким внутренним миром, не своим пониманием какой-то ситуации. Вы понимаете? Когда тебя гонят за это не гонение за веру. Это гонение за твои убеждения, за твои взгляды, за твою дурость иногда. Понимаете? Гонение за веру, когда ты страдаешь за Христа. Точка. Я слышал такую фразу, я согласен с ней, что проповедуйте Евангелие всегда. И иногда, если нужно, используйте слова. Классная фраза, которая говорит о том, что нам нужно всей своей жизнью показывать, да, проповедовать. Но очень часто я видел, когда люди, они используют эту фразу для того, чтобы не говорить о Христе на самом деле. То есть прикрываясь таким, у меня дела мои за меня говорят. Вы знаете, Матфея 10 глава 32 стих, Иисус сказал следующее. «Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцом моим Небесным». Другими словами, когда ты или я, мы говорим, рассказываем другим людям об Иисусе, это впечатляет Иисуса. И Он говорит, что настолько впечатляет, что я Отцу про тебя замолвлю словечко, я как бы расскажу Ему про тебя. Ты меня не постеснялся, и я про тебя вспоминаю и говорю. То есть, насколько это круто. Мы призваны к этому. Еще раз, мы обязаны так же делать, да? Но важно говорить. И еще раз, вот Дух, Он действует в жизни тех людей, когда ты делаешь то, что тебе сказал Бог. А Он нам сказал говорить о Нем. Еще раз, Луки 12 глава, 11-12 стих. Давайте посмотрим. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Это Иисус говорит своим ученикам. Но, внимание, смотрите, когда приведут вас в синагоги, в духовные вещи, когда вы будете давать ответ за свою веру, не заботьтесь, Дух Святой, Он как бы поведет вас и даст нужные слова и так далее. Люди начинают путать.
И вот я там приду непонятно в какие там властные кабинеты и на любую тему там начну там разглагольствовать, и Дух мне там положит и будет. Нет. Здесь вот, когда вас приведут в синагоги, то есть про духовные вещи, когда вы будете отвечать перед духовным, когда с вас спросят отчет за вашу веру, во что вы верите и что вы распространяете. Это не делает тебя спецом, экспертом с мировым именем во всех областях. Еще раз. Что я приду, и Дух мне вложит, и я там буду нести. То есть это теологический вопрос. Аминь. И я не знаю, может быть, кто-то переживал. Вот часто бывает такое. Я вот уже давно себе, лично для себя вынес. Вы знаете, что в приличном обществе, когда ты собираешься, если ты не хочешь, например, ну, то есть пригласили тебя на день рождения куда-то, еще куда-то, и вот спорить нельзя о политике и о религии. Если человек, он закрыт, ты можешь делиться своей верой. Но если кто-то начинает спорить, тебя убеждать и так далее, знаете, вот споры ни к чему хорошему они не приведут. На моей практике я не помню, чтобы кто-то поменял свои взгляды какие-то от того, что я там буду очень красноречиво и убедительно доказывать. Но при всем при этом Дух, он может повести тебя в этой ситуации. Это вот то же самое, как здесь, знаете, дать какую-то мудрость. Вот есть такая, знаете, я читал у одного, один пастор, он рассказывал, как он среди философов в академических кругах, то есть там религиоведы и философы. И вот они идут, и они как бы хорошие друзья, то есть как бы вместе вот соприкасаются в определенной сфере, и они говорят: слушай, ты же не можешь быть таким наивным, чтобы вот как бы верить во все ваши дела. Есть здравое зерно, которое вот там служит к чему-то там, и начали вот с таким. И начали спорить, и как бы говорят: слушай, давай посмотрим на это с непредвзятой точки зрения. И он говорит, что когда они вот так сказали, я так начал размышлять, и я вспомнил, когда у кого-то из философов я читал, что нет такого понятия, как непредвзятая точка зрения. Потому что у любого человека это предвзятое мнение. Это твое личное мнение, которое... Я вот это им сказал, говорю: слушай, нет такого понятия, как непредвзятая точка зрения. И их было два философа, один философ, один религиовед. И философ говорит религиоведу: слушай, а он прав. И, говорит, они забыли про меня, переключились друг на друга и начали уже про себя спорить. И я верю, что Дух, он как бы, знаете, не потому, что он такой вот умный, вот этот парень был, он умный. Но я думаю, что Дух, он напомнил ему, да, вот откуда-то у него вот это всплыло и как-то дал ему выйти вот из этой ситуации. Вы понимаете, да? Дух, он ведет, и он дает силу в этом. Но смотрите, Бог, он помогает. Ключевая вещь – это говорить об Иисусе. Твоя деятельность, она ведет к Иисусу. Бог, он может благословлять нас и в других сферах, да, он делает. Но сила, она в этом заключается, вы понимаете? Если твоя деятельность в конечном итоге, она перестанет каким-то образом служить, что это будет способствовать распространению благой вести об Иисусе, не просто какой-то. Постепенно ты будешь терять в этом силу. Вы понимаете? Римлянам 8 глава, 14 стих. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божии». Здесь я что хотел сказать? Обратить ваше внимание. Все водимые Духом Божьим. Вот есть лидер, который ведет, и есть водимые. Мы водимые Духом. Он лидер. Он ведет нас, он может делать что-то для нас, если мы готовы встать и занять какую-то позицию. Но еще раз, сила в том, чтобы говорить о Христе. Есть сила в имени Иисуса. Как только мы забываем об этом, как только мы перестаем вот что-то, наша деятельность какая-то, она перестает служить этому. То есть человеку очень часто, знаете, ему свойственно, он начинает... Мы все амбициозные люди в какой-то мере. У кого-то больше, у кого-то меньше.
Но ты начинаешь, ну, классно, и ты начинаешь тешить свои амбиции, сила Божия начнет уходить из этого. Нет поддержки, нет силы. Нормально все? Пока вы согласны вообще, хорошо все? Хорошо, часы есть, вроде бы не так это. Все время боюсь вас усыпить. Так читаешь, глаза поднимаешь, смотришь, все спят. Наверное, самый страшный, классная проповедь. Не, ну значит тоже вот дух он так ведет, как бы, значит нужно отдохнуть людям. Вы помните же, да, такой анекдот? Немножко отвлечение такое, как один проповедник, он приходит на небо. Старый, может быть, все слышали, но тем не менее я его расскажу. Пастор попадает на небо, встает перед жемчужными вратами, и перед ним как бы люди в очереди идут, и там кто-то проходит, он говорит, ну имя, там фамилия, сверяется с книгой, говорит, одень там какие-то там, в общем, роскошные наряды, проходи, там тебя ждут. Еще кто-то там, ему еще лучше наряды там и так далее. И перед ним стоит какой-то такой мужик такой в потертой курточке, в кепочке. И подходит тоже, говорит, как тебя зовут? Ну так-то и так-то. Ему там вообще роскошную одежду дают, как бы проводят. Он такой подходит и свое имя называет, а ему такую, знаете, холщовую рубаху дали. Он как бы идет, как бы, ну, а можно поинтересоваться, почему вот как бы, вот вроде бы все там какие-то в роскошных одеждах, а у меня вот какая-то рубашка холщовая. Вот этот, говорит, мужик в кожаной курточке. Он говорит, слушай, говорит, это, говорит, водитель такси. Он говорит, когда ездит, говорит, все молятся, а ты когда проповедуешь, все спят. Ефесянам 6 глава, 17 стих. «И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». Я хочу переключиться сейчас на другую мысль. Смотрите, важно полагаться на Духа, и Дух Он нас ведет, и Он ходатайствует, и Он часто говорит нам, как поступать, и Он часто располагает сердца людей и так далее. Но нам нужно быть готовыми самим. Еще раз это место Писания. Ефесянам 6:17. «И шлем спасения возьмите», и дальше, «и меч духовный, который есть Слово Божие». Другими словами, нам нужно знать Писание. Нам нужно знать Слово Божие, потому что это вот те границы, чтобы ты и не улетел. Это те места, знаете, есть сила в Слове Божьем. И часто, когда Дух, Он чем-то побуждает тебе или говорит, у тебя всплывают места Писания. Исайя 55 глава, 10-11 стих. Бог провозглашает следующее. «Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест». Внимание. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Каждый раз, когда ты говоришь кому-то цитату из Библии, опираешься на Слово Божие, есть сила в этих словах. Когда люди приходят, например, ко мне за советом, я могу поделиться из житейской мудрости, могу еще из чего-то поделиться, из жизненного опыта. Но самое важное, что ты можешь сказать человеку, это то, что говорит Слово об этой ситуации. Здесь надо иметь, опять же, мудрость, знаете, то есть, ну, чтобы не вырывать там. Потому что если просто дергать цитаты из контекста, можно любую идею подтвердить. И это не есть истина. Но есть сила в Слове Божьем. Евреям 4 глава, 12 стих написано. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Если ты хочешь, чтобы Дух, Он действовал в твоей жизни,
тебе нужно еще и слово знать. Вот это вот она золотая середина. Если ты наполнен одним словом и в тебе нет духа, ты превращаешься в сухарь. Если ты одного духа, но ты не знаешь основ и не знаешь слова, знаете, как вот этот ручеек, который бежит, и вот он растекся, его размазало, и нету русла, нет течения, нет этой жизни, тебя уже разнесло по всем этим. Но есть слово, которое держит русло, и есть дух. Именно поэтому в церкви мы говорим из слова, мы проповедуем слово. Если мы приводим где-то цитаты, вот у нас открыточки продаются, еще что-то, там везде Писание, места Писания. Аминь. Иоанна 16 глава 7-8 стих, Иисус сказал следующее. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Это то, о чем я уже делился с вами. Вы знаете, что есть часть, которую делаем мы, есть часть, которую делает Дух Святой. Ты можешь засвидетельствовать из своей жизни, ты можешь что-то рассказать, но обличить человека, чтобы он пережил потребность в том, что ему нужен Бог, это может сделать только Дух Святой. Помните, я приводил пример такого пастора, который был очень хорошим продавцом. И когда он стал пастором, он там первую же пару, которую он их сразу тут же уговорил, там все это, они у него покаялись, потом вышли из церкви, пропали, и больше он их никогда не видел. И он задавался вопросом, почему. Да он их просто уговорил. Люди уже делали просто лишь бы отвязался. Скажем все, что хочешь, и потом убежали. Но истинное покаяние, его не было. Ты можешь своим красноречием там что-то там, убеждать, рассказывать. Но из моей практики самое лучшее свидетельство – это свидетельство из твоей жизни. Что для тебя конкретно значит Бог. И Дух Святой, Он может тебя повести, потому что все люди, они разные. Кому-то стоит говорить, кому-то нет. Мы же не упражняемся в красноречии. Да? Цель не в этом. Но есть часть Духа, которую Он делает. Он обличает и Он приводит. Я вот не знаю, у нас у всех разные истории, кто как покаялся и кто как пришел к Богу. Я вот могу сказать вам свою историю, что происходили какие-то, встречи на протяжении долгого периода. Знаете, кто-то там сказал про Бога, там еще кто-то сказал, потом еще кто-то сказал. И я был дома один, и у меня возникло желание, у меня была какая-то там брошюра, я там читал, там, знаете, с обратной стороны там молитва покаяния, я ее не зачитывал. Но я понимал, что вот нужно. Я просто встал на колени, и я попросил Бога, что, Господи, прости меня, я покаялся дома один. Вопрос, что это? Это действие Духа Святого. Но, смотрите, без свидетельства других людей, кто-то говорил в одно время, потом кто-то говорил в другое время, и оно вроде бы ни к чему не вело. В глазах этих людей. Но в свое время оно как бы сработало. То есть было и свидетельство людей, и есть часть Духа Святого, которая обличает. То же самое с любым другим человеком. Оно по-разному как бы проявляется, да? Ты можешь говорить и подвести человека, кому-то не хватает решимости. Но есть работа Духа Святого. Аминь. Вы пока связь не потеряли, мы еще все про то же говорим. Последняя вещь, да, наверное, или одна из вещей, которые я бы хотел сказать, также важно. Важно говорить об Иисусе, но есть еще одна крайность. Когда человек, он только говорит, а на дела и на жизнь на его смотришь, и оно как-то не соответствует тому, что он говорит. И тогда что происходит? Да все воспринимают его. Говори. Важно, чтобы то, о чем ты говоришь, оно подтверждалось из твоей жизни. Вы понимаете, да? Ты должен жить, соответствовать тому, о чем ты говоришь.
Галатам 5 глава, 16 стих. Павел пишет следующее. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Нам нужно поступать по духу. И дальше, это же глава, 22-23 стих, он разворачивает. Что это означает? Какой плод духа, если ты поступаешь по духу? Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Другими словами, ты можешь сказать, что человек, он водим духом, если в его жизни есть плоды духа. Если есть радость, есть кротость, есть воздержание, есть любовь. Если этого нет, а он тебе об этом рассказывает и проповедует. Как-то странно. Но мы призваны к тому, чтобы, знаете, вот каждый день молиться, славить Бога. Это, знаете, это как окунаться в ванну со Святым Духом. То есть ты обновляешь себя. Нам нужно постоянное. То есть водительство, смотрите, оно подразумевает постоянную связь какую-то. Если мы, например, брали танцы, как пример, вот ты танцуешь, и ты чувствуешь, что тебя ведут. У тебя есть физическое присутствие. Но если ты потерял связь, то ты уже начинаешь, ты смотришь, ты там уже сам по себе что-то крутишься, тебя уже давно никто никуда не ведет. Поэтому нам важно иметь вот эту связь, чтобы быть водимыми. Молиться, славить, для того, чтобы входить в Его присутствие, чтобы ощущать связь с Ним. Читать Слово. Аминь. И это не какая-то религиозная, там, знаете, деятельность. О, сейчас я там помолюсь, и отойдите все от меня. Я вам рассказывал тоже такой пример, у меня забавный. У нас знакомый, он, когда вот 90-е годы, первые библейские школы, ну, то есть только человек покаялся и поехал там, Слово жизни, Москва, у них была первая библейка, и он закончил, вернулся домой, и весь такой, знаете, там, это свято, это не свято и так далее. По дому ходит, ему отец что-то говорит, подошел к нему, говорит, иди, сделай там что-то, там, ну, сколько можно ходить тут? И он такой весь наполненный. Говорит, отойди от меня, сатана. На что ему отец, сам сатана. Вот и весь разговор. Отойди от меня, сатана. Если ты соприкасаешься с Духом, если ты вот обновляешься постоянно, ты сам не будешь замечать, тебе не нужно будет прилагать усилия для того, чтобы у тебя были эти плоды. Вы понимаете? Потому что можно очень сильно напрячься и быть радостным, быть счастливым и показывать весь успешный успех в своей жизни. И все будут думать, какой ты духовный человек. Возникает вопрос, тебе оно надо? Ну, ты хочешь произвести впечатление или быть таким. А чтобы быть таким, чтобы это было естественный был плод, надо с Духом соприкасаться, понимаете? И тогда будут плоды Духа у тебя в жизни. И они будут не напрягаясь, они будут просто являться. Внимание, мы не сосредотачиваемся на плодах, но это объективный, знаете, такой контроль. Если этого нет, то что-то не то. Но мы сосредотачиваемся на том, чтобы быть соединенными с источником. Тот, кто дает. А это уже, оно, естественно, ты смотришь, вот оно есть или нет. Если нет, то тогда задаешь вопросы и, ну, опять идешь к источнику, исправляешь что-то там, понимаете? Не плоды, но связь. Аминь. В общем, наверное, все. Я вот, может быть, я вот хочу вам привести такой пример, не знаю. Это вот рассказ был одного тоже пастора. Он рассказывал про свою семью. У него мама была верующая, а отец, ну такой, знаете, как БМВ называют, более-менее верующий. Как бы, да? Ну, как бы, вроде бы не запрещал матери в церковь ходить. Ну, так раз в месяц иногда появлялся, может, там, как-то это. Ну, по сути, вел мирскую такой образ жизни. Как бы. И в какой-то момент, хотя мама, она была вроде бы, ну, это с его слов, я не знаю, как бы, он говорит, что вроде бы была более-менее здравая и уделяла время семье, мужу в том числе. Но в какой-то момент, то есть все равно он начал ревновать ее.
есть она постоянно говорила об Иисусе, там вот про церковь, там вот это все. И он как-то, чтобы вот как-то, ну, заставить ее сделать выбор или как-то побудить ее, он однажды задал ей фразу: слушай, если я буду в аду, тебе там на небе будет комфортно? И он говорит, что я поразился, то, как мама, она ответила. Она ему сказала: а если я с тобой буду в аду, ты будешь счастлив? И вот эти слова, они настолько вот сильно коснулись его, знаете, что он как бы, он вообще все пересмотрел. Ну, опять же, вот, знаете, у кого что, какой вот триггер, как оно кликает, я думаю, и дух ведет. Вот эти вот слова его, они послужили вот к его преображению. Они ехали в машине, он, говорит, остановился, даже какой-то это, говорит, ну, со слов матери, плакал. И потом его жизнь, она изменилась, он посвятил ее Богу. Ну, как бы начал ходить в церковь, как бы регулярно материться перестал. Ну и так далее, и так далее. То есть стали появляться плоды. Еще раз, смотрите, он не сосредоточился на плодах, он сосредоточился на Боге, а потом оно уже, естественно, вылезло. Я надеюсь, все, что я говорил. Еще раз, смотрите. Слово хорошо. Но если одно слово, сухость. Если один дух, здорово, но можно улететь куда-то. Есть золотая середина. Мы призваны и к тому, и к другому. Да? Надо помнить об этом. И еще раз. Ключевая вещь, к чему мы призваны, это говорить об Иисусе Христе. И тогда Бог, Он дает силу. Любая деятельность, которую ты делаешь, в конечном итоге, она как-то должна все равно потом выходить к этому. Если ты хочешь иметь в этом силу и благословение Божие. Если потом это в конечном итоге оно вообще никак, не удивляйся, что в этом нет силы, а есть только твои амбиции, твои старания. Это тоже, ну, имеет право на жизнь. Но только силы Божьей там не будет. Давайте мы встанем, помолимся. И музыкантов можно попросить уже прийти на сцену. Да. Аллилуйя. Господь, я прошу Тебя, Господи, чтобы все слова, которые я здесь говорил, они были поняты правильно, и чтобы не было никакого осуждения, но была жизнь, Господи. Всякое слово, которое было не от Тебя, убери, пусть упадет, не принесет никакого плода, но всякое слово, которое от Тебя, Господи, пусть будет результат, пусть жизнь людей, она меняется к лучшему. Аллилуйя. И пока сейчас музыканты готовятся, у нас немаловажная часть служения – это десятины и пожертвования. Можно попросить кого-нибудь ведра дать? И у нас здесь, там, если напомнить реквизиты, у нас есть электронные, да, для перевода. И я хочу вам сказать, вы знаете, еще, помните, я все время говорил, вот вы заметили, у нас тут все вот стоит, кабеля, которые мы там купили за 100 тысяч, мы до сих пор не подключились, потому что у нас не было вот там коммутатора, мы его купили уже. Мы купили еще всякие другие штучки, которые я даже не подозревал, они нам будут нужны, и я даже не ожидал, что они тоже все так стоят. Оказывается, все инструменты нельзя напрямую подключать к этому пульту. И нужна такая коробочка, которая называется D-Box, которая делает сигнал из небалансного в балансный. Ну, в общем, не знаю, зачем вам эта информация. Просто они все стоят, там, ну, по 5-6 тысяч у нас, например, 5 инструментов, это уже 30 тысяч. Как бы, и вот такой вот. И мы уже все купили, мы все оплатили. Просьба, помолитесь, пожалуйста, чтобы это, ну, вспоминайте, чтобы оно доехало до нас. Потому что я уже смотрю, уже 5 дней все лежит в Москве и ожидает отправки. У нас самолеты, ну, я так понимаю, загружены, чтобы оно наконец-то уже до нас долетело. Вот мы купили все в магазине, все оплачено, ждем, чтобы нам уже подключиться и чтобы у нас прославление еще круче было. Давайте мы Господа прославим, и пусть каждый, кто дает, я помолюсь сейчас коротко. Господи, благодарю Тебя за каждого человека, кто дает церкви. Я прошу Тебя, Господь, пусть хватает на все. Пусть жизнь, она преображается, Господи. Я прошу Тебя о том, чтобы это была реальностью в нашей церкви. Жизнь без долгов, Господи. Чтобы была мудрость у каждого, как распоряжаться деньгами.
как распоряжаться своими финансами, Господи. Во имя Иисуса. Пусть это будет. Аминь. И давайте Господа прославим. Славь Иисуса на рассвете, славь Иисуса ты в ночи, славь Его с горящей верой, славь Его и не ворчи. Славь Его, когда проблемы в голове твоей кричат, славь Его как можно громче, чтобы дьявол замолчал. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего, славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Славь Иисуса с чистым сердцем, славь Его с любовью ты, славь Его, и Он исполнит через нас свои мечты. Славь Иисуса с небесами, и увидишь чудеса. Славьте, славьте Его имя, славьте Господа Христа. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Ну а если ты не в духе и не в настроении, о кресте Его ты вспомни и своем спасении. Славь Его, что ты искуплен, не оставлен, не забыт. И давай прославим Бога и станцуем, как Давид, и станцуем, как Давид. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда, славь Его всегда. Славь Его, славь Его, славь Его, Бога своего. Славь Его, славь Его, славь Его, славь Его всегда, 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 славь Его всегда. Славь Его всегда! Аллилуйя! Хорошо, на этом наше собрание закончено. Господь пусть благословит вас на эту предстоящую неделю. Можно спуститься вниз, можно здесь пообщаться. Все с миром Божьим. Господь благословит вас.